Кремлю не жалко осетин, бурят, эрзян. Процент потерь на душу населения среди инородцев в армии РФ значительно выше, чем у государствообразующего народа. Больше всего погибших в Украине не из разжиревших Москвы или Питера, а из обворованного Дагестана. Проблему уже не получится умолчать. Инозор эрзянского народа поднял вопрос этноцида с высокой трибуны ООН. Выступая в составе делегации Украины, он публично обвинил Москву в умышленном доведении до упадка национальных республик и мест компактного проживания коренных народов в РФ. Не имея других альтернатив, местная молодежь спасается от нищеты подписанием контракта на службу в армии и полиции. Сырец Балиянь отметил на 21-й сессии Постоянного форума ООН по коренным народам: «Пока мы обсуждаем мандат форума, Кремль отправляет представителей моего и других коренных народов России уничтожать Украину. Россия не признает Декларацию ООН о правах коренных народов, а риторику о защите меньшинств использует лишь для захвата чужих земель. Россия давно не федерация, а тюрьма народов, где уже 9-й год удерживает также миллионы граждан Украины. Российские оккупанты убивают украинцев, но и сами несут большие потери. Доля представителей коренных народов России в общем числе погибших интервентов непропорционально высока. Она существенно превосходит долю этих народов в структуре населения России. На это указывают как официальная российская статистика, так и российские ученые, в частности, Алексей Малашенко и Ахмед Ярлыкапов. Сырец Балиянь подчеркнул, что регионами-лидерами по количеству погибших военных на 1000 населения являются Северная Осетия, Бурятия, Тува, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и Идель-Урал. Военком Пермского края попросил губернатора скрыть данные о погибших в Украине. «Это вызывает резонанс при проведении призывной кампании», — сказал он. Кремлевские ставленники, так называемые власти Башкортостана, демонстрируют свои приоритеты, пытаясь выслужиться перед Москвой. Республиканский ГКНС подсчитал суммы, необходимые для обеспечения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР в Башкортостане. Как следует из проекта документа, опубликованного на сайте ведомства, проживание и питание обходятся дороже, чем в среднем зарабатывают жители региона. Судя по тексту, пребывание беженцев обходится региональной казне в 1450 рублей в сутки, из которых 1000 – проживание в ПВР и 450 рублей – питание. Таким образом, в месяц на содержание каждого переселенца, даже без учета перемещений, заложили по 43,5 тысячи рублей. Между тем, по данным Башстата, к концу февраля текущего года средний номинальный заработок в регионе едва ли достиг 41,5 тысячи рублей. Таким образом, Кремль заставляет население Башкортостана платить за войну трижды. Впервые тратя на ее ведение деньги из налогов, во второй раз взимая дань жизнями башкортостанцев, которых бросают в кровавую мясорубку, и в третий раз тратя деньги из местного бюджета вместо улучшения уровня жизни в самом Башкортостане на содержание людей, которые спокойно жили у себя дома, если бы не война. Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума составляет в настоящее время 16,1 миллиона человек, то есть 11% населения страны. Такие данные приводит Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, оценившего количество россиян, находящихся за чертой бедности. Но нужно учитывать, что в статистике фигурирует среднестатистический россиянин. А если посмотреть ситуацию по регионам, то она и до начала так называемой спецоперации была неравномерной. По официальным данным Росстата, в 2019 году покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения большинства субъектов РФ не достигала среднероссийского уровня, показав самое низкое значение в республике Тыва, а самые высокие в Санкт-Петербурге, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе.
Покупательная способность денежных доходов на уровне абсолютной монетарной бедности отмечалась в таких субъектах Российской Федерации, как Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика и Республика Алтай. Война не способствует сглаживанию этого расслоения. Поэтому несложно представить себе дальнейшие экономические перспективы большинства территорий современной России. Биатлонистку Ульяну Нигматуллину, взявшую на Олимпиаде в Пекине серебро, обидел размер призовых за одну медаль. В Удмуртии спортсменке выплатили меньше 900 тысяч рублей, хотя в других регионах платили больше.